Всем доброго дня, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а значит дайджест. Расскажем, конечно же, о чемпионате Казахстана, который проходил в Шымкенте в минувшие выходные, обсудим дела чемпионата Азии предстоящего и заглянем, конечно, на чемпионат мира, который проходил в Юте. Все самое интересное прямо сейчас. Смотрим. Итак, начинаем наш выпуск с новостей, которые касаются непосредственно нашего внутреннего триатлона, нашей внутренней кухни. Ну и давайте остановимся поподробнее, конечно же, на Шымкенте. Именно там в эти выходные проходил чемпионат Казахстана. Собралось более 130 участников, по-моему, 134, если быть точным. 11 регионов страны были представлены, но и за последнее время, наверное, один из самых массовых таких стартов. Суперспринтерская дистанция с раздельным стартом, что тоже добавляло интереса к этой гонке. 300 метров плавания, 8 километров вело и 2 километра бегового этапа. Все это динамично, все это скоростной бег, проезд и плавание, соответственно, все это делается на очень высоком пульсе. А еще и солнышко шымкентское добавляло тоже своей атмосферы и градуса этой гонки. Плюс 26 было на момент старта, но вот на момент, наверное, финиша последних атлетов, как мне кажется, по ощущениям, по-моему, было все 30, а может быть даже и больше. Ну и давайте касательно подробнее возрастной категории. Элита. Тут чемпионом стал представитель Костанайской области Иван Тутукин. Следом за ним в 24 секундах финишировал представитель Алматы Ануар Турубаев. И на третьей строчке расположился хозяин дистанции Александр Автушко, который, собственно говоря, и замкнул тройку призеров. Что касается девушек, то здесь Екатерина Шабалина, Нурсултан чемпионка, Арина Шульгина расположилась на втором месте, и третье место Дарья Бычкова Алматы. Если коснуться остальных возрастных категорий, которые вы видите сейчас прямо на своих экранах, то в категории Ю-23 победители были из Костанайской области. Юля Озерова выиграла женский зачет, Даниил Зубцов мужскую категорию. В Ю-19 тут доминировали представители Алматы. Милена Саприна стала чемпионкой в своей возрастной категории, а до 19 лет у мужчин Егор Крупиков, показав результат 24 минуты 38 секунд. На секундочку, это лучший результат всего соревновательного дня. В Ю-17 представители Нур-Султана чемпионкой стала Диана Ержанова, а вот у мужчин Никита Дубинский из Акмолинской области. В категории Ю-15 полностью доминировали, тотальное превосходство было на стороне Акмолинской области. Синегорцы по полной властвовали. Анели Сабаева стала лучшей в своей категории у девушек, Сергей Петров лучшим у мужчин. Вот такие результаты чемпионата Республики Казахстан на суперспринтерской дистанции в Шымкенте. Олимпийский совет Азии сообщил о том, что игры в Гуанчжоу 2022 года, чемпионат Азии, в котором, собственно говоря, и должен был в том числе входить триатлон, перенесены. Связаны они с тем, что эпидемическая ситуация в Китае сейчас на данный момент не самая лучшая, поэтому, посовещавшись с представителями и китайской олимпийской команды, да, которые советы принимали решения, и сама непосредственно азиатская сторона и азиатский конгресс, в общем, совместными усилиями пришли к выводу к тому, что прямо сейчас в сентябре месяце проводить континентальное первенство не рекомендуется. Отметили организаторы о том, что эмблема и логотип, собственно говоря, не поменяются, и это значит, что сделают все возможное для того, чтобы обязательно эти игры состоялись. На какой срок сейчас их перенесут, пока никто не знает. По крайней мере, по ближайшим планам, это как раз-таки весна 2023 года. Но загадывать не будем, возможно, все это сдвинется ровно на год. Поэтому нужно подождать, набраться терпения, но в этом году мы без чемпионата Азии.
Хайден Уайлд из Новой Зеландии стал лучшим на финале Гран-при Arena Games. Хотя, наверное, Гран-при здесь не уместно. Просто лучшим чемпионом стал на финале Arena Games. Такого же результата у девушек добилась Джанет Бракмайер. Она, собственно говоря, как и представитель Новой Зеландии, в свою копилку пополнили в мировом рейтинге на 500 очков. Финал проходил в Сингапуре. Формат был достаточно необычный и интересен тем, что тут нужно было включаться буквально с первых гонок, по той простой причине, что было большое количество заявок, и, соответственно, так называемые полуфиналы проходили, и нужно было в этих двух полуфиналах, что у мужчин, что у женщин, оказаться в числе двух лучших, в числе двух сильнейших. Первые и вторые места каждого заплыва, забега, гонки, полуфинала проходили напрямую в финальную часть. Соответственно, по 4 человека получали такую возможность. А вот остальные люди добирались как раз-таки еще по дополнительным гонкам. Ну и представляете, если вы побеждаете, да, в каждом полуфинале, соответственно, вы вместо 6 соревнуетесь всего лишь 4 раза. А вот кто, собственно, должен был пробиваться еще так называемую сетку лаки-лузеров, вот им пришлось еще больше попотеть. Наверное, это все-таки и сказалось в финале, потому что тут нужно отдать должное. Уайлд выиграл свой полуфинал, Бракмайер выиграл у девушек свой полуфинал, и вот они с Поттером, собственно говоря, у женщин устроили настоящую разборку, попеременно менялись и лидировали, но Джанет Бракмайер в концовке смотрелась убедительней и уверенней, поэтому она 500 очков и приличные призовые забирает себе. Что касается Уайлда, то здесь в первом финальном заплыве еще какие-то были проблески борьбы, да, с Алексом и представитель Японии Кенджи тоже, скажем так, напоминал о себе, то вот второй финал японец провалил, вернулся только в третьем, но этого уже было недостаточно. Алекс и финишировал вторым, и еще один представитель Европы Юстас Нишлак закончил дистанцию третьим. В общем, что можно сказать? Я думаю, Arena Games стала очень интересной, очень любопытной для дебютного сезона. Наверняка, кто вживую, да, или по телевизору смотрел эти гонки, то смогли оценить вот ту динамику и тот привлекательный момент ТВ-показа всей этой гонки. Как предварительных, так и финальных забегов, заплывов и заездов. В общем, проект масштабный, проект интересный, и, как мне кажется, это только начало вот такой Arena Games. Напомню, Мюнхен, Лондон и Сингапур. Победители каждого этапа в Мюнхене и Лондоне получили по 250 очков в рейтинг, ну а победители финала получили по 500 очков. Я думаю, что это солидная прибавка к мировому зачету и, соответственно, возможность получить уже непосредственно совсем скоро допуск к Олимпийским играм, до которых на самом деле остается совсем-совсем немного. Ну и давайте переходить, наверное, к главному событию, которое состоялось в Сент-Джордже. Юта, штат Юта, да, приковывал к себе внимание в эти выходные, где проходил чемпионат мира по полной дистанции. Напомню, что эту гонку перенесли исконно в Юту, и вот здесь вот понятное дело, что было много негодований, было комментариев отрицательных, да, Ян Фродена высказался о том, что, ну, чемпионат мира это Кона это полный Ironman, все остальное, собственно говоря, нельзя называть таким прохождением чемпионата мира. Но так или иначе, давайте не будем снимать все возлагаемые атрибуты крутого ивента. Кристиан Блюменфельд, как и ожидалось, как и прогнозировалось, главный фаворит этой гонки, сумел установить своеобразный, наверное, личный рекорд, потому что в один год вместе с Токийской Олимпиадой он еще и стал чемпионом мира на полной дистанции. Для него это всего лишь вторая полная гонка, и вот здесь снова Блюменфельд показал класс. При этом нужно отметить, что после плавания от лидеров он отставал на почти 2,5 минуты. За счет вело немного отыграл, но за счет лучшего бега, показанного им, если не ошибаюсь, 2 часа 38 минут. Именно столько Кристиан Блюменфельд потратил на 42 километра. Это и позволило стать ему чемпионом мира
на полной дистанции, с чем его, собственно говоря, можно и поздравить. Отметить нужно, наверное, еще Кэма Вурфа, профессионального велогонщика, который за счет того, что образовалось несколько свободных моментов, да, принял участие в этой гонке, профессиональный велогонщик. Ну и, наверное, неудивительно, что он показал лучшее вело на этом чемпионате мира, проехав 180 километров за 4 часа 15 минут и 44 секунды. Но это все равно не позволило ему забраться на пьедестал почета. Что касается девушек, то тут тоже такое своеобразное историческое достижение. Это, конечно, можно смело порадоваться за швейцарку Даниэлу Риф. Она становится пятикратной чемпионкой мира. Последний раз она поднималась на высшую ступень пьедестала почета в 2018 году. Да-да, еще тогда на коне, предковидный сезон, но вот теперь она вернулась. Вернулась в 34 года и показала снова всем свой класс. Отлично и ровно, практически пройдя каждый сплит, каждую дистанцию, плавание, вело и, конечно же, бег. Ну и при этом нужно сказать, что свой основной упор она сделала именно на велоэтап, где на второй половине сумела уехать от своей ближайшей преследовательницы британки Мэтьюс, для которой эта гонка фактически чуть ли не была дебютной на подобного уровня. Ну вот постепенно, потихоньку начала уезжать. 2 минуты, которые потом потихоньку еще и выросли на беговом этапе. Так что, Даниэла Риф, поздравляем швейцарскую железную леди, которая становится пятикратной чемпионкой мира. Ну и, как мне кажется, наверное, вряд ли она собирается на этом останавливаться. Да, наверное, прошлый сезон был не самым приятным, не самым удачным, и наверняка мысль маячила о том, что, может быть, стоит закончить, но вот так вот все для нее сложилось очень успешно, и я считаю, что вполне заслуженно, и ее фортуна вознаградила за ее работоспособность и то, что она не опустила руки. Так что Кристиан Блюменфельд, Даниэла Риф, новые чемпионы мира на полной дистанции в юте. Последние новости. Касается эта новость дуатлона. В датском Виборе прошел чемпионат мира по дуатлону на средней дистанции. Средняя дистанция, что это? 10 километров бега, 60 километров вело и еще десяточка бегом. Ну, тут такие разные гонки получились на самом деле. И нужно сказать, что у мужчин результат был вообще неожиданный, потому что победитель этой гонки и чемпион в дуатлоне на средней дистанции после второй транзитной зоны даже не был в лидирующей группе, но за счет бега сумел подняться на высшую точку почета. Этим чемпионом стал представитель Словакии Онджей Кубо, который показал 2 часа 28 минут и 25 секунд. Он же является большим и активным любителем различных мультиспортивных гонок, в том числе про мастером и чемпионом мира является по кросс-триатлону, ну вот и, собственно говоря, добрался и до дуатлона. Так что словака поздравляем. На второй строчке расположился хозяин трассы Хансен. Он уступил 11 секунд чемпиону. И на третьей строчке расположился бельгиец Кен Ван дер Ши. Его результат 2 часа 29 минут и 2 секунды. Что касается девушек, то тут нужно отметить сразу и сказать, что на старт вышло всего лишь 9 участниц. Ну, вы представляете, да, 9 участниц на средней дистанции дуатлона, собственно говоря, какая может быть борьба. Ну, вот какая-никакая она получилась. Чемпионкой стала Мелани Маурер из Швейцарии, 2:54. Второе место у датчанки Лин Темпс, которая показала 3 часа и 3 минуты 45 секунд. Ну и Сара Номи Фрайден из Швейцарии показал результат 3 часа 5 минут. Борьбы было меньше, 9 участниц, собственно говоря, вы можете понимать, да, как вся гонка и происходила. Что касается температуры, то было достаточно прохладно, 10 градусов было всего лишь выше нуля, но при этом мы видим, что, я думаю, температура в самой гонке и на трассе была достаточно приличной. Вот такие они новости за неделю из мира триатлона и айронмена. Так что, пожалуй, все. К следующим новостям через неделю. До новых встреч. Болейте на здоровье.